Работа в аграрном секторе становится привлекательнее в последние годы. Такую динамику фиксируют в Башкирском государственном аграрном университете. Обсудим приемную кампанию этого года, а также привилегии и льготы для студентов вместе с ректором БГУ Ильдаром Габитовым. Ильдар Исмагилович, здравствуйте. Добрый день. Итак, давайте начнем с особенностей приемной кампании этого года. В чем они заключаются, не считая коронавируса? Дело в том, что вопросы и правила приема, регламентации, она для всех вузов одинаковая. Их нам определяет Министерство науки и высшего образования. Но для нашего вуза, конечно, есть свои особенности и в нашем вузе. Прежде всего, мы все, как и все вузы, ведем работу в дистанционном режиме. Мы проводим соответствующую профориентационную работу. Например, у нас на сегодня, в настоящее время, буквально вчера, сегодня, на следующие дни, в онлайн-режиме идет открытые дни факультетов. Это очень интересно. Вот вы, если обратитесь в нашу страничку в YouTube, вы посмотрите. Далее, у нас прием документов и анализ результатов производится в удаленном режиме. В то же время в университете в главном корпусе работает консультационный пункт для тех, кому необходимы какие-то, может быть, очные консультации. Эта работа у нас поставлена так очень, я считаю, четко. И все, кто обращается в наш сайт, на наши адреса, которые выложены в сайте, мы все получаем, вы получите четкие, понятные ответы. Льготы для аграрного сектора и экономики очень серьезные. Это только для аграрных вузов Российской Федерации. В этом году, в соответствии с комплексной программой развития сельских территорий, те индивидуальные предприниматели или организации, ведущие, относящиеся к сельхозтоваропроизводителям, могут составлять договоры и оплачивать обучение, практически коммерческое обучение. И вся стоимость обучения, 90% этого оплаченной стоимости возвращается государством в рамках субсидий. Вы понимаете, какие на сегодня льготы перед теми, кто действительно хочет связать свою жизнь с сельским хозяйством. Ну а в сельском хозяйстве сегодня самые широчайшие перспективы. Потому что самая динамичная отрасль, которая на сегодня развивается в нашей стране, это сельское хозяйство, аграрная сфера. Это санкции, они помогают вообще-то производить больше и реализовать у нас именно нашей продукции. Пищи. Ну и мы понимаем, что здесь можно рассчитывать на стабильный заработок. Раз и со стороны государства мы видим, что программы по сельской ипотеке, процентная ставка менее 3%, плюс сельская медицина также сейчас развивается, как и городская. Это поэтому внимание государства, оно усиленное. Сегодня именно так, потому что вот вы говорите сельскую ипотеку. Специалист, который начинает работу в сельской местности, может практически беспроцентный, понимаете, вот беспроцентный кредит на 0,01%. Да, 0,01%. Это что, вот на ипотеку? Это очень здорово и это правильно. Если кто поступает по целевому договору, у него есть будущее место трудоустройства. Это тоже очень здорово. Это только у нас в аграрном секторе. Поэтому на сегодня очень интерес к этому направлению возникает. Например, наш университет на сегодня выиграл на российском уровне грант по проведению агро-НТИ, так называемый 2020. А об этом все школьники на сегодня знают, потому что в Приволжском федеральном округе наш университет ведет эту работу, и порядка 4500 детей в возрасте старшеклассников, это от 5 до 10 класса, принимают участие вот в этих соревнованиях. Они изучают, проводят сначала на заочном этапе, это агрокосмос, агророботы, агрометео, агрокоптеры. Посмотрите. Самый современный, что есть на сегодня, по цифровым технологиям мы говорим, да, это у нас реализуется. И дети уже с удовольствием занимаются в этих направлениях. Конечно, мы же их берем на заметку. И это будущее нашей, я считаю, республики в аграрном секторе. Ильдар Исмагилович, а кто сегодня идет поступать в аграрный университет? Аграрный университет сегодня, он
готовить специалистов по многим направлениям. В традиционном понимании, если мы раньше готовили только для сельхозпроизводства, то теперь мы готовим специалистов для областей народного хозяйства. Мы считаем, что вот в нашем вузе и ведется подготовка пищевая отрасль, например. Все направления мы ведем, а большинство из них развиты в райцентрах, в городах. Это и общепит, это и технологии производства продукции, растениеводства, животноводства, кондитерских хлебобулочных изделий, землеустройство. Посмотрите, ребята работают во многих землеустроительных компаниях, комитетах и так далее. Ветеринария, управление ветеринарией – это наши выпускники. Кстати, на ветеринарный факультет у нас наивысший конкурс практически на сегодня. Сколько человек? Это всегда конкурс по нижнему баллу ЕГЭ. Вот в прошлом году было где-то порядка 176 баллов ЕГЭ, а верхний 240-250. А сколько человек на место? На место... Понимаете, на место дают заявление порядка 12 человек на место, но в процессе проведения приемной кампании вот составляется рейтинг листы, и каждый абитуриент на сегодня он видит, где он проходит, где не проходит, соответственно может анализировать свои возможности. У нас же абитуриент подает документы на несколько направлений, на несколько вузов. Он уже идет, конечно же, в те вузы, в те направления, где он более проходит. Поэтому конкурс он всегда в таком ключе. А как вы оцениваете, кстати, рынок ветеринарных услуг? Каков уровень зарплат и частный сектор у нас здесь развит? Все большее внимание сейчас уделяется уже частным ветеринарным клиникам, как и везде в мире и за рубежом, на Западе. Примерно на Западе ведь в компаниях, которые занимаются аграрным и сельхозпроизводством, это птицеводство, свиноводство, молочное или мясное скотоводство, работает порядка 15% от всего в составе ветеринарных врачей, а остальные работают с домашними животными в различных компаниях, которые не имеют отношения к сельскому хозяйству. У нас тоже к этому стремится. Кстати, ветеринарный факультет у нас один из таких вот в Российской Федерации 54 вуза аграрного направления, и только 5 из них на сегодня получает аккредитацию, международную аккредитацию по качеству образования ветеринарному. То есть наш диплом ветеринарного университета, ветеринарного факультета, он признается, будет признаваться и за рубежом. Это очень высокий, очень высокий уровень показателей, качества. Влияет ли это на стоимость обучения? Понимаете, стоимость обучения сегодня определяется у нас нашим учредителем, Министерством сельского хозяйства. Мы отраслевой вуз, мы прежде всего регулируемся отношениями, наши отношения регулирует Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Республики Башкортостан, потому что Республика Башкортостан – это наш самый якорный клиент. Мы работаем для нашей отрасли, для республики. Мы самый региональный из всех вузов, я считаю, как, наверное, это мед и педагогический университет. Мы самые региональные, мы для республики работаем. В этой связи говорить о том, что вот, проблемы с трудоустройством. У нас очень высокий процент трудоустройства. У нас это достигается благодаря совместной работе и с Министерством сельского хозяйства, и с нашими ведомствами, а также с нашими крупными работодателями. Практически все они имеют у нас учебные лаборатории, оснащенные по последнему слову техники. Посмотрите, Башинком – это ведущий производитель органики, органических удобрений, органических или средств, стимуляторов и так далее. Это у них с нами класс, их специалисты работают у нас. Башсельхозтехника, которая реализует всю эту технику в аграрные сферы у нас, да. Башкирская мясная компания, мы создаем мощный генетический центр по лабораториям. По селекции семеноводства мы работаем и с фирмой КВ, зарубежными фирмами, зарубежными ведущими компаниями. И, конечно же, в период работы наши студенты проводят исследования и втягиваются пропитываются духом этих организаций. И к тому же, на сегодня отличительная особенность следующая, что
Мы обязательно привлекаем к учебному процессу ведущих специалистов и руководителей самых передовых наших предприятий, которые работают в аграрной сфере экономики. Не надо ездить особо-то на сегодня за рубеж, чтобы получить самые последние новшества. Например, недавно в республике мы видели, компания Роботекс, она открыла в Абзелилском районе роботоферму. Вы, кстати, про роботов я хотела у вас отдельно спросить, Ильдар Исмагилович. Вы сказали, по последнему слову техники мы стараемся оснащать наши классы и иметь такую инфраструктуру. Мы имеем. И роботы. В целом, как вы строите эту работу? Мы строим таким образом. Компании, они заинтересованы в качественных специалистах, которые обслуживают эту технику. Говорят о том, что сейчас цифры всех заменят. Ничего подобного. Вот эту технику, которая высокопроизводительная, которая за один проход, например, сегодня на полях, за один проход тракторы, машино-тракторный агрегат производит множество операций. За ними один человек, водитель или оператор, мы его сейчас называем, он не успевает отслеживать. Помогает эта цифра, помогает современное оборудование. И эти фирмы, которые с нами работают, они заинтересованы в продвижении своей продукции для получения качественных результатов. И действительно получается очень высокий, хороший показатель. Посмотрите, как у нас республика имеет, какие показатели. На сегодня же на фермах в грязи по колено нет таких производств. Вы понимаете, да? Правда, есть, конечно же, у нас республика 38% на селе живет. И совершенно правильно, мы должны обеспечить и дороги, и место работы для тех людей, которые живут в сельской местности. Будет обязательно развитие фермерства. Для этого тоже мы готовим специалистов. Посмотрите, органическое производство продукции. Каждый из нас хочет, чтобы конечно, натуральные. А фермеры, конечно же, они будут готовить эту продукцию. И у нас только в республике очень высокие дотации идут. Это дотации, по-другому, гранты, субсидии на поддержку такого рода деятельности в сельском хозяйстве. Это и по пушнины, козеводство, овцеводство, сыроделие. Кстати, у нас есть самый суперсовременный класс по сыроделию, по мягким сырам. Мы на всю Россию готовим специалистов. Да, БСТ показывала, кстати, материал. И те студенты, которые у нас в университете, они по желанию обязательно могут бесплатно пройти эти курсы. Кстати, отмечу также, мы же пчеловодческая республика. По пчеловодству у нас обязательно каждый студент бесплатно может получить профессию пчеловод. У нас самые лучшие кафедры пчеловодства, самые лучшие преподаватели, профессора в этом отношении. Ильдар Исмагилович, в завершении нашего разговора, какие рекомендации вы бы дали абитуриентам, тем, кто собирается поступать в аграрный университет? Ребята, я бы хотел вас прежде всего нацелить на то, что вы сейчас выбираете свой следующий шаг в жизни. Очень тщательно выберите профессию. Если вы выберете нормальную профессию, нравящуюся вам профессию, вы не будете утруждаться работой, вы будете получать удовольствие. Но аграрный университет – это вуз, в котором вы можете проявить все свои творческие способности. Конечно же, я говорю о том, что вы сможете проявить реализовать все свои планы в будущей профессии, связанного с землей. За историю развития цивилизации было множество профессий, возникало и уходило в небытие. Сейчас мы говорим, будут профессии или не будет, но профессия человека, работающего на земле, занимающийся производством продуктов питания, была и есть, будет на все времена. Поэтому, дорогие друзья, у нас широкий спектр подготовки специалистов для села, для сельской местности, народного хозяйства. Приходите к нам, вы получите возможности, всем представляются общежития. Мирового уровня бассейна вы будете иметь возможность ходить. 2 раза в неделю, бесплатно. Где такое есть? У нас работают олимпийские чемпионы, чемпионы мира, которые из вас сделают совершенно здоровых, приятных, мужественных, прекрасных, молодых ребят, которые могут, конечно же,
повысить свое благосостояние, реализовать себя в дальнейшем. Удачи и успехов. Трудитесь. Запомните, труд и желание, вы все сможете. Желаю вам всего самого хорошего, удачи и успехов, чтобы мы вместе с вами сделали нашу республику еще лучше и краше. Спасибо, Ильдар Исмагилович. Напомню, что гостем программы интервью в эфире Башкирского спутникового телевидения был ректор Башкирского государственного аграрного университета Ильдар Габитов.